Быть отличником хорошо, выигрывать на Олимпиадах еще лучше. Но благодаря своим знаниям ты не только можешь получить аттестат, но и путешествовать по миру и быть известным человеком. Колбочки, мензурки, реактивы. Мы в Центре развития талантов «Аврора». Здесь Вадим Харисов готовится к очередной Олимпиаде по химии. Привычное дело для него. Если вам кажется, что вы его уже где-то видели, то вам не кажется. Гора новостей уже брала у него интервью, когда он завоевал золото на 57-й международной Менделеевской Олимпиаде, которая прошла в начале мая в Астане. А сейчас Вадим вернулся из Швейцарии. Там он завоевал золотую медаль на 55-й международной Олимпиаде по химии, которая проходила в Цюрихе. Как мы знаем, ты выиграл международную Олимпиаду по химии. Из каких этапов она состояла? Она проходила в 2 тура. Первый практический тур, на второй теоретический. На практическом туре нужно было выполнить несколько практических задач в лаборатории, такие, к примеру, как органический синтез, титрование смеси кальция и железа, а также определение качественно неорганических веществ. Второй теоретический тур, он состоял из 10 задач, и нужно было уложиться в 5 часов на выполнение различных задач по разным темам химии. Знаешь ли ты шутки, связанные с химией? Да. Опять иксов на первом туре. Но немногие поймут это. Я тоже не понимаю. Но ничего, мы уже подготовились, и поймешь ли ты вот эти шутки? И алмаз, и сажа или графит, не знаю, что это такое. Это все разная аллотропная модификация одного элемента углерод. Поэтому можно сказать, что вот они родственники. А почему под большим давлением? Потому что если взять чистый графит и оказать на него высокое давление, там в несколько тысяч атмосфер, то произойдет его превращение в алмаз. И так и в промышленности, так некоторые иногда алмазы синтезируют. Химия – это сложная наука. Какой совет ты дашь ребятам, которые хотят стать классными химиками? Понимать химию с самого начала ее изучения, чтобы у вас не возникало никаких вопросов, а если и возникает, то получать сразу же на них ответы, иначе потом уже с этим будут возникать проблемы. Вадим учится в Республиканском инженерном лицее-интернате, не в каком-то суперхимическом учебном заведении, как может показаться, и мама у него вовсе не академик химических наук. В чем же секрет? Как так получилось, что Вадим настолько любит учиться? Конечно, без взрослых этого результата почти добиться невозможно. Сейчас мы поговорим с матерью гения. Здравствуйте. Здравствуйте. Каково быть матерью гения? Ну, это, наверное, неплохо быть матерью гения, но очень волнительно. Вот эти все олимпиады, вот эти все выступления, это все проходит через волнение, через сердце. Как Вадим перешел в химию? Это было сразу, неожиданно или потихоньку? Дело в том, что мы жили до этого в Межгорье. Это очень красивый, очень уютный городок. Оттуда мы приехали к 7 классу Вадима сюда, в Рели, в лицей, Республиканский инженерный лицей. И там он начал заниматься, постепенно, я бы сказала, постепенно начал заниматься химией. И его это затянуло, ему понравилось. Какой бы вы совет дали в вопросах воспитания детей? Я бы родителям сказала так: любите своих детей, уважайте их мнение, уважайте своих детей и растите хороших ребят. Вот это уровень! Мне тоже захотелось стать звездой. И не обязательно блистать на сцене или заниматься спортом. Всего лишь нужно учиться на 6 с плюсом. Матвей Ширяев, Ильшат Давлетбердин специально для Горы новостей.